Сегодня православные христиане по всему миру отмечают Крещенский сочельник. В преддверии одного из самых главных христианских праздников в храмах проходят праздничные богослужения. Верующие слушают проповеди, получают причастие и набирают освященную воду. По традиции в этот день освящается вода в открытых водоемах, а также владыка выезжает на объекты водоканала. Также в этот день архиепископ освящает воду в крещенских купелях Якутска. И в течение нескольких дней верующие могут окунуться в Иордань. При этом священнослужители просят совершать обряд с молитвой, только тогда он будет действенный. Мне многие верующие в том числе обращались с просьбой разрешить, потому что многие говорили, что как раз когда тяжелое время приходит, когда испытания идут, надо показывать в том числе и твердость веры. Я рад, что крещенские купания, столь любимые у нас в стране и в республике Саха-Якутия, они у нас начались. И дай Бог, вот то очищение, которое приходит в этот день, когда очищаются воды по благословению Божьему, оно принесет и Якутии, и всей нашей огромной стране помощь, в том числе в борьбе с пандемией. Несколько лет подряд одним из первых в Якутске в купели окунается глава республики Найсен Николаев. Сюда он направляется сразу после праздничного богослужения в храме. В этом году в Якутске действуют две оборудованные Иордани. Одна на Зеленом лугу и другая в зоне акватории водозаборных сооружений. Купель подготавливают специалисты службы спасения совместно с коллегами из других структур. Здесь установлены палатки с тепловыми пушками, а за безопасностью следят сотрудники полиции и скорой помощи. В условиях пандемии палатки также оборудованы рециркуляторами. Важно помнить, что при наличии симптомов простуды или ОРВИ следует оставаться дома и воздержаться от посещения купели. В этот день мы освящаем воду, и вода становится источником благодати, источником силы Божией, благословляющей, освящающей все, что вокруг нас. Этой святой водой мы в течение года начинаем свой день вкушением этой воды святой. Этой святой водой мы пользуемся в дни болезней и в дни напасти. Этой святой водой мы окропляем свои жилища и верим, что через эту святыню Господь укрепит нас, дарует нам силы.